основали поселение Назрань. И именно в этом доме, вот через дорогу, жил Руслан Султанович Аушев. Просторные вот такие комнаты, видите? Он замерзает, потому что он лысенький. Привет! А водится здесь рыбка или нет? Я даже не знаю. Друзья, я всех приветствую, ассаляму алейкум, меня зовут Артем, и я продолжаю рассказывать и показывать вам про замечательную гостеприимную республику Ингушетию, в которой я нахожусь. И в этом выпуске я продолжу показывать и рассказывать вам про город Назрань. Поэтому, если интересно, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, поддержите лайком и делитесь своим мнением от увиденного у меня здесь внизу в комментариях. Мой канал про путешествия и жизнь тех мест, которые я посещаю. И первая достопримечательность, которая встретилась на моем пути, это сквер, который построил бывший глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. И вот хочется заглянуть в этот сквер. Точнее, здесь вообще написано, что это парк имени Карцхала Мальсагова. И там установлен красивый памятник. Вот сейчас я подойду поближе и узнаю, кому установили памятник. Да, сейчас у нас конец января месяца, в Ингушетии выпал снег, а летом, думаю, даже с весны, летом и осенью здесь 100% работает вот этот фонтан, и все намного красивее. Так, вижу, что этот памятник установлен Карцхалу Арцхоевичу Мальсагову, который и основал город Назрань. В 1781 году по наказу старейшин, представителей нескольких ингушских тейпов из Ангушта во главе с Карцхалом Мальсаговым основали поселение Назрань. Хочу напомнить, что селение Ангушт сегодня входит в состав Северной Осетии, потому что практически 80 лет назад, когда ингушей депортировали с этих их исконно-исторических земель, вот Ангушт, как и весь пригородный район, передали незаконно в состав Северной Осетии. И до сих пор по закону о реабилитации репрессированных народов эти земли не были возвращены. А закон о реабилитации репрессированных народов был принят в 26 апреля 1991 года. Очень красивый памятник, такой достойный. А дальше я поехал в один из красивых районов города Назрани, в котором когда-то проживал первый президент Республики Ингушетия и герой Советского Союза Руслан Султанович Аушев. Доехал я до так называемого коттеджного поселка здесь, в городе Назрани, где когда-то жил сам первый президент Республики Ингушетия и, повторюсь, герой Советского Союза Руслан Султанович Аушев. Это очень уважаемый человек здесь, в Республике Ингушетия, на всем Кавказе, а также в нашей стране. Этот так называемый коттеджный поселок находится на улице имени писателя Саида Чакхиева, в очень душевном, живописном месте. Видите, березки растут. И этот коттеджный поселок построили словаки. И именно в этом доме, вот через дорогу, жил Руслан Султанович Аушев. Насколько мне известно, теперь здесь живет его жена. Вот в таком одном из коттеджей этого поселка. Посмотрите, какие здесь построили добротные, хорошие, небольшие коттеджи. И очень сделали качественно. Что по стоимости, кому интересно, я здесь узнавал, примерно вот такой коттедж будет стоить около 20 миллионов рублей. И почему такая цена дорогая? Это не просто так, неспроста, потому что коттеджи находятся на берегу озера.
Это озеро, либо пруд, я не знаю точно. Но там большой водоем, чуть позже я его покажу. Он сейчас, как говорится, замерз. Зима все-таки. Кстати, ель необычного цвета, не зеленого. Вот там за забором пруд. Я бы здесь жил, если честно. Мне нравится. И, знаете, сам себе противоречу. Только что сказал, что мне не нравится жить на земле. Да, вот в таких вот домах. Мне больше нравится жить в квартире. Но в таком домике я бы жил. По счастливой случайности мне удалось попасть в один из этих коттеджев. Здесь проживает племянница моего лучшего друга. И, кстати, добротный такой коттедж. Правда, здесь сейчас будет делаться ремонт. Достаточно просторные вот такие комнаты. Видите? И для детей хорошо. Племянница уже, как говорится, семейный человек. У нее 3 детей. 2 мальчика и 1 девочка. И представляете, какой шикарный вид здесь. Особенно, когда придет весна, лето, осень. Растает этот пруд или озеро. Начнут, в общем, деревья оживать. Листочки распускаться. Какая красота. И вот, видите, есть свой участок здесь, где можно посадить, также в целом разбить свой небольшой сад, огород, да и выращивать что угодно. Ну, согласитесь, достаточно хороший дом. Я бы в таком доме жил. Единственное, что мне здесь не нравится, это лестница. Она какая-то не совсем безопасная. Ну, здесь нет маленьких детей, все уже выросли. А так, конечно, если куда-то будешь спешить, можно вот так споткнуться и упасть. А в доме есть хозяин. Сейчас покажу вам хозяина. Вот, это киска вот эта. Он замерзает, потому что он лысенький. Привет. Хороший. Киса просит вас поставить лайк прямо сейчас. Да, киса? Тут что-то написано: уважаемые жители города, не оставляйте мусор. Здесь то ли такой небольшой парк. Интересно просто. Давайте зайдем. Да, в этом доме точно никто не живет, он не обжитый. Меня ждет. Шучу. У меня есть уже дом в Краснодаре. Как дом? Квартира. Есть где жить. А вот этот дом обжитый. Смотрите, как красиво сделали. Там еще рябина у них растет. Алтай свой вспомнил. Вон красные ягодки. Птички прилетают покушать. Ну, а это, видимо, небольшие яблоньки, груши. Красота. Ну, конечно, я же сюда пришел не для того, чтобы вам рябину показать, а ингушский солярный знак, который обозначает вечное движение. Этот солярный знак, он красуется на флаге Республики Ингушетия и является одним из самых узнаваемых. Да, здесь есть вот тоже небольшой сквер, где местные жители вместе с детьми могут провести время. Вот, пожалуйста, кто-то с телефоном сидит. Молодежь может поиграть в футбол, либо даже в волейбол. Вижу волейбольную сетку там на спортивной площадке. Все продумано. Вот, сосны, ели. Мне нравится. Ну, посмотрите вот со стороны. Ну, красота же. И здесь, и здесь. Калина это, а не рябина даже. Вот ягоды калины. Песня вспоминается, знаете? Правда, про другую. Ягода малина нас с тобой манила, а не калина. Класс. Как вам? Нравится? Если да, то поддержите лайком. Решил поближе подойти к этому пруду или озеру. Напишите в комментариях, чтобы мне
в будущем уже не ошибаться. Посмотрите, здесь плиточкой все облагородили, выложили аллеи. Конечно, они в снегу, потому что Ингушетию, как и весь юг России, завалило снегом. Вот, посмотрите, какое большое озеро. А там вот на другом берегу есть стадион, где, видимо, местные жители, да, пацаны, ребята играют по-серьезному в футбол. Да. Я снимал Назрань летом. И вот был там, на мемориальном комплексе. Вон там вдали он виднеется. Да, травка пробивается из-под снега. Побыстрее бы весна. Да, вот идем к этой площадке. Русик говорит, тут для скейтбордистов все построили что-то. И все в семечках. Вот это большая, кстати, проблема. С этими семечками. В мусорку надо выбрасывать. Лавочки современные установили. Давай, Руслан, покажи трюк. Где твой скейт? Действительно, очень хорошее место для того, чтобы посидеть с друзьями, близкими, родными. Здесь вот установили такие лавочки. Правда, кто-то оставляет мусор, который нужно вот выбросить в мусорную корзину, а не оставить его на лавочке. Лавочка, кстати, сухая, как будто с подогревом, но здесь никакого подогрева нет. Вот так можно сесть, посидеть. Еще, наверное, Wi-Fi бы здесь сделали бесплатную раздачу и посидеть в интернете, я не знаю, пообщаться с друзьями, если вы пришли с друзьями. Если пришли с семечками, то пощелкали и тоже вот сюда вот в мусорку выбросили, потому что вижу, что здесь это большая проблема. Очень классное место, очень мне понравилось. А теперь немного доброй и, самое главное, полезной рекламы на моем канале. У каждого нашего дома есть глаза. Это, конечно же, окна, которые должны в нашем доме выглядеть достойно и красиво. И вот я нахожусь в гостях у замечательной гостеприимной семьи, где женщина в доме не только следит за уютом, да, но еще и сама делает вот такие замечательные шторы. Посмотрите, какая красота. И каждый из вас, если вы хотите создать уют и комфорт в своей квартире, в своем доме, может заказать у Зины такие вот подобные шторы. А может быть даже лучше. Вот на другой стороне тоже есть. Она вам сошьет по вашему заказу и желанию. Мой друг, кстати, заказал у Зины шторы. И вот в Краснодаре у него в кабинете красуются подобные шторы. Украшают окна его дома. Ну, правда, красивые? Так, сейчас я вам покажу магазин. Спущусь вниз. Немножечко, что там продается, чтобы ознакомить вас с ассортиментом. Я уверен, что хранительницы ингушского очага оценят этот магазин по достоинству. И если захотят создать уют и комфорт в своем доме, то обязательно посетят этот магазин на Назрани, где на любой вкус и цвет можно подобрать не только шторы, но и тюли. Самое главное, Зина вам пошьет под размеры ваших окон. И вот в таком уютном магазине можно за чашечкой ингушского чая в комфорте, в тепле и уюте обсудить ваш заказ. А если вам очень нравится Республика Ингушетия, то Зина сможет пошить вам шторы с ингушским орнаментом. Не вопрос, все это обсуждается. И здесь же у Зины есть свой небольшой цех, где, в принципе, идет вся основная работа, пошив штор. Смотрите, стоит достаточно такая серьезная швейная машинка, железная, мощная. Да, вот здесь идет вся работа. И
хочется подчеркнуть, что девушки и женщины Республики Ингушетия всегда славились рукоделием. И издревле они делали и до сих пор делают ковры из войлока с ингушским орнаментом. Ну а теперь вот делают шторы. Так что обращайтесь. Все ссылки я на Зину оставлю здесь внизу в описании под этим видео. Я лично рекомендую, потому что у Зины золотые руки. Ну что, возвращаемся обратно в этот замечательный район, который находится в городе Назрани. И вот одна из моих подписчиц рассказала про один очень интересный факт из прошлого этого района. Коттеджи этого городка под названием город Таргим были сданы в 1998 году, а с 2000 по 2008 год 7-8 коттеджей хозяева сдавали международным гуманитарным организациям, а также нескольким немецким и швейцарским, которые приехали в регион помогать чеченским беженцам. И вот моя подписчица там работала переводчиком и получала, по ее словам, достаточно высокую зарплату. И параллельно с ней также работало достаточно много врачей, бухгалтеров и других специалистов, которые, по ее словам, опять же, получили отличную работу. В этих коттеджах жили иностранцы со многих стран мира, и у таких, как она, да, была возможность практиковать английский. Ну и плюс моя подписчица благодаря такой работе посетила Европу, Африку и даже побывала на Ближнем Востоке, в том числе и в секторе Газа. Да, Республика Ингушетия меня не перестает удивлять. И я постоянно, каждый раз, вот уже практически на протяжении 5 лет нахожу какие-то новые интересные места. Ну а как вам Назрань и вот эти места, которые я посетил? Делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. Поддержите мой канал лайком и подписывайтесь. Мой канал про путешествия и жизнь тех мест, которые я посещаю. Ну а меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. Самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена.